Александр Пушкин – солнце русской поэзии. Гениальный поэт, внесший огромный вклад в развитие мировой литературы и культуры. Уже по сложившейся традиции в день рождения Пушкина в центре столицы Абхазии у памятника поэта собираются почитатели его таланта самого разного возраста. Здесь учащиеся школ и ученые, писатели и поэты, преподаватели и все те, для кого творчество Пушкина и спустя 2 столетия продолжает оставаться единственным источником вдохновения. Далее в ботаническом саду, который основал друг поэта генерал Николай Раевский, состоялась уже ставшая традиционная литературная встреча. Под сенью многовековой кавказской липы любители творчества русского поэта рассказывали о своем личном восприятии творения Пушкина, читали стихи поэта на русском. Уже 2 века творчество великого мастера продолжает объединять людей независимо от национальности и места проживания. Я присоединяюсь к поздравлениям. 225 лет – это же, конечно же, великая дата. И надо сказать, что Александр Сергеевич – это не только поэт, и не только драматург, и не только писатель. Это просто все, наверное, в России. Потому что иметь и создать словарь Пушкина, в который входит 23 тысячи уникальных слов, это, конечно же, дорогого стоит. И благодаря ему на нашей планете 250 миллионов человек говорят на русском языке. Это очень важно. На сегодняшний момент практически во всех международных организациях русский язык является либо рабочим языком, либо официальным языком. И благодаря ему многие в мире узнают о России и узнают о тех возможностях, которые таит Россия. С Пушкина началась не просто новая эпоха русской культуры. В творчество гения оказалось впитанным то истинное национальное, что определяло духовную жизнь русского народа. Его произведения уже давно переведены на все языки мира, ведь Пушкин сумел подарить такую гамму переживаний, которая живет и заполняет духовный мир человека и сегодня. И этот особо уникальный мир поэзии хотелось слышать каждому народу на родном языке. Народный поэт Абхазии Мушни Ласуди перевел на абхазский язык роман в стихах Евгения Онегин. Ученики столичных школ прочли его отрывок. Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с лучшими образцами мировой эстетики. Поздравляю вас с Днем русского языка, с 225-летним, со дня рождения величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы этот день ежегодно празднуем благодаря поддержке Россотрудничества. Сегодня в Ботаническом саду, как будто бы в Лукоморье, мы отмечаем этот замечательный праздник. Я хочу отметить, что роль Россотрудничества в продвижении русского языка в Республике Абхазия сложно переоценить. Любой культурный и образованный человек, как в России, так и во всем мире, обязательно будет знать хотя бы одно из произведений Пушкина, либо какие-либо факты из его биографии. И сегодня, когда мы находимся в то время, когда так называемый цивилизованный Запад насаждает культуру отмены, обесцениваются работы великих русских писателей, художников, композиторов и других деятелей культуры, нам всем крайне важно с еще большей силой сохранять, приумножать и передавать другим поколениям все те культурные, духовные, традиционные ценности, которые оставили нам наши предки. Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю празднования Дня русского языка и юбилея Пушкина. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность представителям общественности, российским соотечественникам, проживающим за рубежом, многочисленным друзьям России, вносящим лепту в сбережение русскоязычного пространства, продвижение культурно-исторического наследия нашей Родины. Убежден, что празднование Дня русского языка, приуроченного к юбилею великого поэта, послужит развитию межгосударственного гуманитарного сотрудничества, поддержанию атмосферы дружбы и доверия между народами.
Сергей Лавров. Строки Пушкина звучали из уст у литераторов, школьников, людей самых разных возрастов и профессий. Праздничная программа включила в себя лирические танцы, костюмированное представление учащихся школ. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.